Призыв Центра уйгурских исследований Индии. В 10-ю годовщину Центр уйгурских исследований призвал международное сообщество, особенно власти Индии, изучить дело 3 братьев-уйгуров, которые бежали от китайских преследований в Кашмир и находились под стражей индийских иммиграционных властей с 2012 года. Центр уйгурских исследований призвал власти Индии соблюдать принципы, изложенные в международном праве, особенно те, которые касаются прав человека и гуманитарных вопросов. Гюльшан Аббас отмечает 5-летие в китайских подземельях. Рушен Аббас, исполнительный директор уйгурского движения, поблагодарил свою сестру, доктора Гюльшан Аббас, которая уже 5 лет находится в заточении в китайских застенках. Гюльшан Аббас исполняется 61 год в подземельях Китая. Рушен Аббас напомнил о дне рождения своей сестры постом в социальной сети. Китай через 10 лет сравняется по численности вооружений США и России. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира СИПРИ заявил, что во всем мире увеличивается количество боеспособного ядерного оружия и предупредил, что общая ядерная опасность для глобальной безопасности нарастает. В последнем отчете СИПРИ содержится предупреждение о том, что благодаря быстрому росту ядерного арсенала Пекин достигнет ядерных запасов Соединенных Штатов и России через 10 лет. Напряженность между Китаем и Южной Кореей. Между Южной Кореей и Китаем существует взаимная дипломатическая напряженность. В новостях Синьхуа напомнили, что посол КНР в Сеуле Шинг Хаймин был вызван в МИД Южной Кореи 9 июня в связи с его оценками отношений Сеула и Вашингтона во время встречи с южнокорейским лидером оппозиции Ли Дже Мён. BioNTech предстанет перед судом по делу о компенсации. Компания BioNTech, принадлежащая Угуру Шахину и Озлиму Тюреки, предстанет перед судом из-за побочных эффектов вакцины против COVID-19. Женщина, у которой якобы наблюдались побочные эффекты после введения вакцины от COVID-19, производства компании BioNTech в Германии, подала иск о компенсации компании в размере 150 тысяч евро. Сегодня в Гамбурге состоится первое слушание дела. Истец утверждает, что из-за вакцины она страдала от головной боли, усталости и нарушений сна. Казахстан скорбит по жертвам лесного пожара. Сегодня объявлен Всенародный день траура по 14 работникам лесного хозяйства, погибшим в результате лесного пожара в Абайском районе на востоке страны.